Сырым туманным утром машина уносила мое еще не проснувшееся тело далеко в горы. На этот раз меня ждало знакомство с селами Гухой и Зумсой, которые находятся на территории Аргунского музея-заповедника и по-настоящему еще мало изучены. В таких экспедициях я всегда надеюсь сделать какое-нибудь открытие в историческом, культурном или духовном плане и рассказать об этом вам, уважаемый зритель. В начале 20 века в Гухое жил Ати Муса. Он был прославленным мастером по строительству вот этих арочных мостов. Он построил Нижнегухоевский арочный мост протяженностью 12 метров, Ушкалоевский и Николаевский. Вот именно он построил, ему помогали жители окрестных сел. В течение сезона он справлялся со строительством вот такого моста. Самое главное, что эти мосты и его великое мастерство увековечили его имя и его память на долгие-долгие годы. Конечно. То есть мастерство в руках, оно может оставить тебя в памяти людей на долгие, десятилетия, а может быть и столетия, потому что мосты действительно уникальны. Он за работу цену не брал, на безвозмездной основе он все это делал. Ведь он же гордился тем, что он сын этих гор, и все, что он делает ради своих жителей. Вот сейчас у нас такой долгий подъем. Мы поднимаемся к боевой башне, которая находится в ущелье, здесь Нижней Гухой. Мы вначале были ошиблись, заехали в Верхний Гухой. Я вам покажу, он виден отсюда. Сейчас мы находимся в ущелье, только что посмотрели уникальный арочный мост. А их всего 3 в Чеченской Республике. Этот наиболее протяженный. Вот это угол, это старый угол. Да, это старый угол. Это реально сохранившийся. Чисто известковый раствор. Чисто известковый. Да. Вот он с добавлением каких-то маленьких таких камушков. По-моему, размельчали они мрамор и к известняку добавляли. Мраморная крошка, она же очень крепкая. Крепкая. И хорошо, как связывающий материал, он держится в известковом растворе. Так. И, по-моему, вот вы говорили, что он с основания был разрушен. Вот этот вот бок и тот бок, по-моему, они точно были сохраненные, оригинальные. Они сохранились. Вот с этого основания. Вот с 2-метрового основания была восстановлена эта башня. Да, потому что здесь вот тоже видно. И даже видно вот такая вот, как они вот делали. Такая вот как бы бороздка, сглаживали. Да, в некоторых местах пальцами. Отпечатки пальцев здесь. Не отпечатки, а след пальцев. Так же? След пальцев даже. Да, след пальцев сохранился здесь. Вот он, мастер, был доволен своей работой. Да. Обводил вот этот шов дополнительно пальцем. Да, даже по-моему, мастерок какой-то в виде ножика. Ножиком. Маленькое приспособление. Для того, чтобы вталкивать поглубже. Да, вот, ножиком таким. Раствор, чтобы вталкивать, чтобы заделать все щели, чтобы заделать этим раствором. Вот именно так хороший мастер и работал. Рядом с боевой башней находится жилая башня, другие постройки. Полностью это место огорожено 2-метровой каменной стеной. И вот такие укрепленные места раньше назывались в народе ГАП. ГАП. Это укрепленный мини-район. В 120 метрах от Нижнегухоевской боевой башни в южной части находится средневековый могильник.
Что удивительно, стелы, они с закругленными овальными концами, и на них изображены петроглифы. Это очень такой уникальный петроглиф, редко встречается. Скорее всего, этот могильник будет включен в реестр Аргунского музея-заповедника. На склоне этой горы находится огромная каменная глыба. Эта каменная глыба является своего рода уникальным природным памятником. Когда входишь с восточной стороны в Глухой, сразу в глаза бросается эта глыба. В Зумсое я ни разу не был. Руслан, ты был в Зумсое? Я тоже в Зумсое ни разу не был. Вот и там дорога в 9 километрах от Аргуна. Там указатель стоит, Зумсой 9 км. Вот сейчас и посмотрим. Я первый раз буду в Зумсое. Мы находимся в селении Зумсой. До выселения здесь проживало свыше 2000 человек. И по некоторым сведениям, свыше 300 хозяйств здесь было. Это место является своего рода центром, а сам населенный пункт Зумсой состоял из 5-6 отдельных микрорайонов. Но мы не знали, где они находятся. И только единственный житель села смог нам показать верное направление. Я, конечно, тоже первый раз в Зумсой, но таких огромных объемов сооружений я не видел нигде. Вы посмотрите, это огромная отдельная жилая башня. Продолговатой прямоугольной формы. Прямоугольной? Больших башен, по-моему, в горной части нет. Нет, Первый раз вижу. я не видел. Дом огромный. Видно вот, что здесь вот был второй этаж. Первый этаж он немножко маленький, а второй этаж он широкий, большой. Подпорочные деревянные видны балки. Очень старые. Дом сгорел внутри. А это каменная балка. Вот там продолжение. Следующая жилая башня. Вот обыкновенный петроглиф, который встречается в строениях 14-13 века. Да, и такой же петроглиф встречается на аланских пряжках. На аланских пряжках, однозначно. Да. И здесь место это центр Зумсоя. Здесь около 9 жилых отдельных башен, остатки полуразрушенных жилых башен. Вот одна башня, какой уникальной формы была. Очень уникальная. Мы только что убедились. 10 метров на 8 метров она шириной. 10 на 8. Многие исследователи петроглифов вот именно этот петроглиф расшифровывают как бесконечность. Вот этот вот завиток, он уходит, это как космос, как бесконечность. Одно вливается в другое. Из большего
в меньшее и из меньшего в большее. Что, еще один петроглиф? Еще один часть петроглифа. Часть петроглифа. Да, древний завиток. Древний завиток. Угу. Вот там находится отдельная стена высотой до 10-11 метров с 5 оконными проемами. Видимо, зумцоевцы усовершенствовали навыки строения жилых башен. И если в Ушкалое и Тумкале в этих направлениях башни встречаются в основном двухэтажные. Здесь перед нами факт, что эта жилая башня огромными размерами состоял из 5-6 этажей. Я думаю, таким развалинам может позавидовать даже Шарой. Потому что в Шарое хорошо сохранившиеся развалины. Но здесь они наиболее древние. Здесь даже видно, что камни очень древние. С петроглифами сохранившимися. Вот. И само место видно, что было предназначено для обороны. Оно на таком хребте. Дома построены в виде крепости, хотя сейчас это сложно увидеть, вот. Но на самом этом хребте 2 башни. Одна боевая внизу, одна огромная жилая башня, боевая почти разрушена. И дальше идут дома, так же, как и в Шарое. Большая жилая башня, отсюда переход по несохранившимся лестничным ступенькам другой башни. Целая связка вот этих петроглифов. Посмотрите, какая красота! Я лично нигде не видел петроглифы вот такого... Здесь и крест. Здесь и один крест, второй крест. Цветок какой-то, 3-й крест. Угу. 4-й. Да. И это... Да. И это совсем из другой башни. Камень. Камень, да. Он и по цвету отличается из более древней башни. Это фрагмент, вложенный сюда. Посмотрите. Да, да. Это ведь фрагмент. Это целый фрагмент. Это отломанный фрагмент. Отломанный фрагмент. Если этой башне, допустим, лет 400, то этому фрагменту как минимум 700-800 лет. 700-800 лет. Да. Если не больше. Этот фрагмент с более древней башни. Вот я только что обнаружил. Этот фрагмент перевернут. Если мы переворачиваемся, то мы видим лошадь, уши и всадник, голова и всадник, сидящий на лошади. Вот, пожалуйста, человек, который сидит на лошади. Вот я еще раз перевернул камеру, и мы видим, насколько красивый здесь орнамент. С крестами, с человеком на лошади. А сейчас я переворачиваю камеру так, как она и должна быть. Вот эти переходы были благоустроены. Вот с верхней башни до нижней башни аккуратно высеченные на природном камне ступеньки. Сейчас они уже все стесались. Стесались. В некоторых местах даже они до такой степени разрушились, что выделить трудно. Это уже 3-й. Да, 3-й. Обильное количество разных петроглифов. Необыкновенные формы стен. Посмотрите, еще есть петроглиф. Да, да. Вот здесь. Законченные формы. Вот. Формы. А вот здесь, пожалуйста, крест. Крест и вот скобочки. Скобочки. Скобы. Это подкова. Подкова. Одна.
И вторая. Вторая. Это надпись. Надпись. Но что это надпись? Это буквы, совершенно четко буквы. Но что они обозначают? Не арабские, не латинские однозначно. А если Скорее перевернуть? А если Из перевернуть? грузинского алфавита буквы могут быть. Может быть. С грузинского это времена царицы Тамары. Вот это тоже очень интересно. Да, начальная школа села Зумсой и Подкова. И вот потрясающая волна. Потрясающая волна. И многие утверждают, что именно эта волна связывает Чечню со Средиземноморьем. Такая волна очень часто встречается на греческих кувшинах средиземноморских. Она действительно очень красивая. Вот сейчас мы с вами, уважаемые зрители, идем по древнейшей улице. Узенькая улица между домами, от которых сохранились стены, от некоторых фундаменты. На этой макушке находилась боевая башня Зумсоевская. Она не сохранилась. Старожилы помнят, как в канун выселения часть этой боевой башни там еще была. Вот старожилы помнят об этом. Так, древние мастера из обыкновенного каменного куска сделали вот это приспособление цилиндрической формы. С помощью этого приспособления закатывались глинистые места. Закатывались, они уплотнялись, и по этой местности влага не проникала. Провожать нас вышел на дорогу очень важного вида петух с кучерявыми ногами. Над ущельем уже спустились сырые осенние сумерки, а в мыслях уже появилось желание вернуться на это древнее и загадочное место еще раз.